Гость программы «Парадигма» сегодня Дмитрий Маршани, депутат 7-го созыва парламента Республики Абхазия, заместитель председателя Комитета по бюджетной политике и кредитным организациям, а также член Комитета по государственно-правовой политике. В фокусе нашего внимания сегодня парламентская деятельность в контексте законодательной власти. Поговорим о том, как парламент Абхазии принимает законы и определяет ключевые направления развития страны, представляя тем самым интересы граждан и государства. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Я рада вас приветствовать сегодня в программе «Парадигма». И хотела бы начать наш диалог с самого главного. Пожалуй, с учетом того, что вы являетесь депутатом 7-го созыва парламента Республики Абхазия, я думаю, что вам многое о чем можно рассказать, поделиться с нашими зрителями. Но диалог начнем с того, как вы вообще попали в политику, почему ваш выбор пал на политическую деятельность. Здравствуйте, Бела. Спасибо за приглашение. Я не могу себя назвать политиком или что в политику я пришел целенаправленно. Так само собой получилось. После окончания университета я работал в администрации города, в управлении экономики и прогнозирования. Потом перешел на работу помощником премьер-министра. Был и помощником депутата. Потом в 2016 году был избран депутатом Схумского городского собрания. Далее стал председателем собрания, это уже в 2020 году. Потом я участвовал в выборах, был избран депутатом парламента в 2022 году. Хотя на эти выборы я идти не собирался идти мой друг. И я посчитал неправильным идти с ним вместе. После начала регистрации он сказал, что передумал, не пойдет. И так как я решил... это дело случая? Да, можно сказать так. Я не готовил себя и не думал, не планировал. Так получилось само собой. Так что я никогда не планировал стать депутатом парламента или находиться в политике. Но учитывая ваш послужной список, он достаточно такой большой, и вы, в принципе, прошли все стадии становления, поэтому я думаю, что само собой разумеющееся то, что вы и являетесь депутатом парламента 7-го созыва. И тем более вы также, я хотела бы подчеркнуть, являетесь заместителем председателя Комитета по бюджетной политике и кредитным организациям, а также членом Комитета по государственно-правовой политике. Как вам помогает ваше профессиональное образование? У вас их два. Вы экономист по первому образованию, по второму образованию вы историк. Я считаю, что это такой достаточно серьезный базис для законотворческой деятельности. Как это вам помогает в работе? Спасибо за вопрос. Как говорится, когда ты приходишь в университет, забудь, что тебе преподавали в школе. Когда приходишь на работу, забудь, что тебе преподавали в университете. Поэтому, конечно же, образование помогает, но всегда время идет вперед. И тенденции тоже, они новые. То, что было, допустим... Как теоретическая база, это важна, да, для вас? Конечно, теоретическая база важна, но каждый день ты что-то новое узнаешь. Тем более парламентская работа, она очень интересная. Даже я могу сказать по своим коллегам, которые имеют более богатый опыт, конечно, чем я, они все равно говорят о том, что в парламент это такой орган, к которому нужно привыкнуть. Люди, которые, допустим, работали в исполнительной власти, им тяжело. Здесь решения принимаются по-другому, здесь нет вертикали власти. Это тот орган парламент, где решения принимаются единогласно. Бывают, как и в любом коллегиальном органе, конечно, споры. И это хорошо, когда есть разность мнений. И, как говорится, в споре рождается истина. Поэтому все равно, допустим, могу даже по себе сказать, когда я пришел в парламент, я все равно за эти 4 года, конечно... Достаточно большой опыт. Достаточно большой опыт, и на многие вещи я по-другому начал смотреть. Какие, на ваш взгляд, необходимы принципы в принятии тех или иных решений в работе, непосредственно в контексте парламента? Что для вас принципиально важно, как для депутата? Могу сказать то, что депутат парламента,
Вы сами знаете и следите за сессиями парламента. Очень много вопросов, которые обсуждают депутаты парламента, от политических, экономических, экологических, бюджетных. Ну, очень много. Спектр, он включает в себя всю жизнедеятельность нашего государства. И поэтому не всегда, я честно могу сказать, все темы погружен. И поэтому есть специалисты, к которым я могу всегда обратиться, люди, с чьим мнением я считаю, с чьим мнением я уважаю. Поэтому мне никогда не зазорно обратиться с каким-то вопросом, узнать, изучить для себя. Самый главный принцип – это честность и прозрачность, да, честность, прозрачность, справедливость, да, справедливость. Поэтому на основе этих принципов нужно и принимать все решения. В адрес парламента, собственно, как и в других странах, часто мы слышим критику в принятии, да, тех или иных решений, но это как бы естественная реакция общества, скажем так. И учитывая то, что все наши депутаты — это ставленники народа, хотелось бы все-таки услышать ваше мнение. Как вы относитесь к критике, конструктивной, быть может, ну, какой-то эмоциональной критике? Как вы на нее реагируете и насколько эмоции превалируют, либо здравый смысл? Могу сказать, что, конечно, критика Несси – это хорошо. Было бы плохо, если ее не Она было. стимулирует вас? Конечно, стимулирует. И если люди критикуют, значит, они равнодушны. Они активно борются за какие-то свои гражданские права. И хорошо, что есть разность мнений. Было бы плохо, если бы все мы думали одинаково. А можете вспомнить какой-нибудь эпизод из вашей деятельности за эти 4 года, вот относительно критики, да, вот, быть может, что-то спровоцировало, и вы приняли какое-то судьбоносное решение, ну, в контексте, допустим, одного или другого комитета? Критика вы имеете в виду со стороны населения, да, в адрес парламента? Ну, бывало. Вообще процедура принятия того или иного нормативного акта, она проходит в нескольких чтениях. Бывает, когда мы принимаем в первом чтении. Вот как пример. Какой-то конкретный пример? Да, какой-то конкретный, допустим. Я могу сказать то, что, сейчас тяжело мне какой-то конкретный случай привести, но я могу сказать то, что когда мы принимаем проект в первом чтении, бывает, ты не видишь все, так сказать, подводные камни или все нюансы, которые существуют в этой инициативе, но потом, когда ты принимаешь в первом чтении, потом люди об этом узнают, начинают обсуждать, и кто-то говорит, там, вот ты знаешь, там так-то, так-то, лучше было бы, если было бы по-другому, или какие-то вещи, конечно, я прислушиваюсь к этому, и коллеги тоже прислушиваются. Мы, во-первых, приглашаем людей опытных. Вообще парламентская работа, она связана, прежде всего, с работой в комитетах. Потому что многие думают, то, что мы на сессии принимаем. Ну, на сессии бывает, где слышишь, люди говорят, почему вы там на сессии не спорите горячо там и так далее. Ну, потому что на сессии мы уже знаем мнение друг друга, потому что эти вопросы мы уже обсудили в комитете, поспорили, там каждый высказал свою точку. Конечно, стадии, да. Как только вы знаете субъектов законодательной инициативы, не буду их перечислять, как только оказался в парламенте, он проходит, во-первых, правовой отдел парламента дает оценку. Потом этот документ, он обсуждается в комитете. В комитете мы голосуем за него. Он или с положительной, или с отрицательной, значит, рекомендацией выходит на сессию парламента. И на сессии парламента мы уже принимаем решение в первом чтении. Потом, после окончания сессии, у нас комитет проходит, где мы опять обсуждаем, вносим изменения какие-то, опять там спорим, приглашаем заинтересованные ведомства, государственные организации. Так или иначе, кто соприкасается с этим законом, на кого он будет распространяться. В обществе обсуждается такой момент относительно возрастного ценза. Да? Вот могли бы немножко прокомментировать, насколько важно все-таки, чтобы человек, который решил баллотироваться в парламент, он достиг определенного возраста. И можете вот какие-то детали проговорить относительно начального и, собственно говоря, конечный ценз возрастной, если таковой имеется, скажем так. Ну, в первом чтении, как вы знаете, парламент принял проект Конституции, в котором 33 года. А почему именно такая цифра? Ну, вот это просто для широкой аудитории? Да, решение приняли инициаторы, да, сделать как бы такой, возраст. Но могу сказать то, что, конечно, от возраста человека, конечно, много чего зависит, но не всегда это играет ключевую роль. Потому что там мы знаем много примеров в истории, когда довольно-таки молодые люди, они решали судьбы государств, и делали это даже лучше, чем Но это как исключение из да, правил? я не сказал бы, что исключение. Тем более, если сегодня
посмотреть на тенденцию в мире, сегодня намного люди, наверное, и взрослеют, быстрее эту информацию можешь черпать. Ну И да, есть примеры, глобализация, да, есть естественно. примеры в истории, и в нашей, в недалекой, и Владислав Григорьевич Арцембл, он в таком не совсем взрослом возрасте возглавил страну, и Нестор Аполлонович Лакоба. Ну, в нашей истории много таких. Конечно, это вопрос дискуссии, его нужно обсуждать. Есть разные мнения в парламенте тоже, конечно. Ну, я напрямую не связываю качество там, парламента, будущих депутатов. Напрямую возраст я не связываю с качеством депутатов. На мой взгляд, необходим жизненный опыт, естественно, профессиональный не менее важен. Я думаю, что без этого как бы нам никуда. А насколько все-таки, на ваш взгляд, важно иметь высшее образование для того, чтобы заниматься законотворческой деятельностью? Ну, высшее образование, конечно, я думаю, что Потому что, опять это же, я обязательно, да, перебиваю, что это есть мнение в нашем обществе, да. что не столь важно иметь высшее образование, главное, чтобы человек был ментально зрелым Мгм. и как бы имел в обществе определенный авторитет. Вот насколько вы можете согласиться либо опровергнуть? Ну, насчет образования парламент уже принял, эта норма, она существует. Люди с высшим образованием имеют право баллотироваться в парламент. Но я считаю, что, конечно, это азы. Человек должен окончить высшее учебное заведение. Есть те вопросы, где может решаться судьба страны, поэтому он должен быть максимально подготовлен, максимально обладать набором знаний, набором опыта. Поэтому, на мой взгляд, конечно, это очень важно. Нужно иметь несколько образований, Да, и но быть. принимать те решения, которые могут наносить вред государству. Седьмого созыва он эту норму принял. Только люди с высшим образованием могут баллотироваться в парламент. Один из ключевых вопросов, также который беспокоит, волнует наше общество, это знание родного абхазского языка, государственного языка, ну, для тех, кто не этнические абхазы, скажем так. Как вы считаете, необходимо ли депутату парламента владеть абхазским языком, как государственным, ну, соответственно, для Ну, кого-то родным? да, конечно, у нас есть закон об абхазском языке, где государственные чиновники обязаны знать государственный язык. И шестой созыв парламента эту норму применил и для Люди. кандидатов в депутаты. Поэтому в следующем году, на следующих выборах обязательно установят знание абхазского языка. Но там насколько... Такой минимум, да, Да, либо ну, базовый, это это минимум. уже будет решать Центральная избирательная комиссия, какой необходимость парламент Мгм. эту норму принял. Но тем не менее, знания, во всяком случае, какой-то базис, он должен быть у всех Да, депутатов, конечно. несмотря на национальную принадлежность. Да. Это Я не вообще, знаю да, какую-то страну, где человек, не знающий государственного да. языка, может Быть находиться, да, чиновником, либо может ну, да, во находиться в власти. парламенте, поэтому Мгм. это вообще это норма такая. Я думаю, что она не должна никого Это удивлять. очень хороший пример и для нашей страны в том числе, потому что основополагающая для нас тема — это сохранение Конечно, языка, языка, это для идентичности, нас, да, культуры. первично. Дмитрий Александрович, давайте поговорим о политике, о текущей ситуации, да, политической в нашей стране. Как вы оцениваете состояние политической системы Абхазии сейчас? Ну, на мой взгляд, политическая ситуация у нас стабильная, спокойная. Конечно, там раз в какое-то количество лет у нас происходят политические кризисы. И, к сожалению, я это связываю с системными ошибками, которые заложены у нас в самой системе. Мы много говорим о перераспределении полномочий, мы много говорим о реформах, но, к сожалению, ничего не меняется, и все стоит на месте. И все эти кризисы, в первую очередь, они связаны, конечно, с этим. Пока мы не примем реформы, проблема у нас в том, что каждые и президентские выборы проходят очень, да, очень в тяжелых условиях. Субъективное мое мнение, то, что, конечно, полномочия и функции президента нужно разгрузить и передать их где-то, может быть, исполнительной власти, усилить нужно местное самоуправление, потому что вот все эти проблемы у нас людей приводят к тому, что да, мы выбираем депутата, выбираем президента, но дальше граждане, у них мало рычагов влияния на те или иные проблемы, которые складываются у нас. Почему сегодня есть такие мировые практики, да, когда у граждан есть возможность влиять на местный бюджет,
у граждан есть возможность направлять те или иные средства. И в России, я хочу сказать, есть такая практика, когда люди будут понимать, что они что-то решают, от них что-то зависит, они не будут каждый раз приходить на площадь перед зданием правительства и постоянно его штурмовать. Это же тоже плохая практика. Также нужно усиливать вообще политические площадки, которые есть. И все эти споры переводить на площадки, где можно это обсуждать. Тот же парламент, вот хотелось бы сказать, и в общественной палате мы парламент увеличил полномочия и добавил норму общественного диалога, где мы дали возможность с привлечением гражданского общества, с привлечением исполнительной власти, там, судебной, законодательной, все эти вопросы обсуждать. И все эти кризисы, они поэтому у нас происходят. Вы считаете, что нет конструктивного диалога между Я населением и считаю, законодательной властью? Либо нет, я как? считаю, что мы всегда привязываемся к личности. У нас постоянно виноват там президент. Так иначе, но это неправильно. У нас все президенты, они все достаточно грамотные, Представители умные, из представители народа, все. да. Ну да, не может быть такое. Весь кризис, он является системным. И пока мы его не подвергнем изменению, они будут происходить раз в какое-то время. Да, Перманентно, да. перманентные кризисы, они будут происходить. Поэтому нужно усиливать, на мой взгляд, местное самоуправление. Почему у нас сегодня, мы же видим, и к депутатам парламента, и к президенту люди обращаются по бытовым вопросам, по ремонтам крыш, по ремонтам дорог. Это все вопросы, которые мы можем решать сегодня на местном уровне. И когда мы задачи будем решать на местном уровне, когда, я могу вам привести пример, есть такая практика бюджет участия. Он первый раз был применен в Бразилии, в городе Порту-Алегре. Тогда Бразилия была там одна из самых отстающих стран в мире, и в этом городе часть бюджета люди сами решали. Потому что не всегда тот или иной начальник, сидя в кабинете, он знает, что нужно жителям в том или ином районе. И поэтому они сами решали, что у них в приоритете. Где-то дорогу сделать, где-то трубы подлатать, где-то какие-то другие Но вещи. вы И имеете в виду, поэтому, чтобы фокус не смещался на одного конечно, человека, либо конечно, да. такой главный, скажем так, орган в стране, а решался вопрос на местах, На чтобы местах, да, разгрузить. сделать так, чтобы вопросы мы имели возможность решать на местах. Дело в том, что когда люди не участвуют ни в каких выработке решений, тогда они рано или поздно оказываются по комплексу правительственных зданий. Если мы дадим возможность и дадим эти нормы людям, чтобы они сами имели возможность. Да, Каждый участвовал в процессе. Каждый участвовал, тем более мы, наверное, взяли такую систему, она немного сложная такая. У нас, прежде всего, нужно исторически смотреть, какая система нам подходит. Всегда мы все вопросы решали вместе и на сходах, народных сходах мы решали вопросы, и каждый имел слово, вне зависимости от его положения. Я думаю, что эти традиции наши нужно перенести на сегодняшний день и дать возможность больше участвовать, эту власть разделить, и дать возможность, допустим, на местном уровне те или иные вопросы, чтобы люди могли участвовать. Да? Это, кстати, я могу сказать, даже и в России, во многих городах эти нормы есть, когда часть бюджета обсуждается с людьми. Люди участвуют в разработке бюджета, они решают в том или ином районе, где они живут, что они считают приоритетнее. Да. И поэтому, когда человек участвует в выработке тех или иных решений, подходит серьезнее. Он воспринимает его как свое. Дальше, конечно, хотелось бы сказать и при распределении полномочий. Я ничего не вижу плохого, если у нас, кстати, мы собираемся послать в Конституционный суд по конституционной поправке, если на министров будет утверждать парламент. Потому что иной раз мы не можем понять, когда назначают того или иного министра, исходя из каких побуждений он был назначен, какая у него программа, что он собирается сделать. Да? Мы же не знаем на протяжении 33 лет, назначаются люди, потом их убирают, потом ставят других, и никто обществу не объясняет, почему того или иного человека назначили, потом того или иного человека сняли. Поэтому если парламент будет иметь возможность утверждать тех или иных министров, когда министр будет приходить со своей программой, со своим видением, ту отрасль, которую он собирается возглавить, и депутаты парламента будут решать, достоин он этого или нет. Будет у него план действий какой-то, если с этим планом действий он не справился, нужно ему уступить место. На сегодняшний момент, если как раз о том, о чем вы говорите, есть это взаимодействие. Вы наблюдаете в вашей деятельности между кабинетом министров и парламентом Республики Абхазия, относительно
руководителей тех или иных ведомств. Насколько у вас это взаимодействие эффективно на сегодняшний день? Ну, взаимодействие, конечно, оно есть. Мы взаимодействуем, потому что по всем вопросам, по законопроектам, которые мы обсуждаем в парламенте, они связаны так или иначе с министерствами, ведомствами. Ну, какая-то которые у нас есть. динамика Да, есть, прослеживается? конечно, взаимодействие есть, но хотелось бы, конечно, более качественного взаимодействия. Для этого нужны законодательные акты. Мы не можем там заставить того или иного министра прийти со своей программой, когда его назначают, рассказать, потому что это не прописано в законе. Поэтому, если бы эти нормы были бы, и правительство работало бы эффективнее, и контроль со стороны парламента был бы тоже качественнее. Вот собираемся направить пакет конституционных изменений в Конституционный суд, вот, и надеюсь, что будем, да, в скором времени рассматривать. Потому что реально мы же видим ситуация за ситуацией, мы постоянно привязываемся к личности, постоянно говорим, что кто-то плохой, кто-то хороший, но мы уже давно должны были понять, и многие в обществе, кстати, понимают, что проблема именно системных, заложенных в этой наших... Неверный алгоритм, Да, насколько неверный я алгоритм. понимаю, Мы вот, да. допустим, если машина не едет, мы постоянно меняем водителя и требуем от него, чтобы машина поехала. Но дело не в водителе, дело в том, что машина неисправна. Ее просто нужно Сам исправить. механизм, да. Да, сам механизм, он должен действовать правильно. Но с учетом того, что вы по первому образованию экономист, я думаю, что это направление вам особенно близко. И хотелось бы услышать от вас, какие, на ваш взгляд, необходимо предпринимать шаги для более интенсивного экономического роста Абхазии, вот для более качественного, скажем так. Но в первую очередь хочется сначала сказать, что экономисты, и, конечно, по экономическим показателям страна идет вперед. Вот если брать товарооборот внутри страны, розница, товарооборот, он, конечно, с каждым годом увеличивается, и другие показатели экономические, они увеличиваются, но, к сожалению, не так, как мы хотели бы. Благосостояние наших граждан в первую очередь связано с увеличением нашего бюджета, потому что те возможности, которые сегодня есть у государства, они не отвечают запросам общества. И задача прежде всего и депутатов парламента, и правительства постоянно увеличивать бюджет. Но, к сожалению, бюджет, он не увеличивается так, как мы хотим. Прежде всего, это связано с собираемостью налогов. Ну, насколько мне известно, сейчас уже достаточно у нас активно у нас идет сбор. Активно, спасибо Министерству по налогам и сборам и другим работа администраторам. проведена, Но все, опять-таки, мы все привязываем к личности. Да? У нас бывает так, что то или иное министерство, оно с приходом там разных людей, оно работает по-разному. Так тоже не должно быть. Везде человеческий фактор, он должен быть минимизирован. Сама система должна работать. Но я думаю, что все-таки важна культура, да, в обществе. Налоги – это необходимость, и мы должны, как и любое, скажем так, современное прогрессивное государство, должны это понимать. И, соответственно, каждый гражданин должен... быть законопослушным. Конечно. И как бы никуда от этого не денешься, если мы хотим, чтобы государство развивалось. Да, я с этим согласен, но тот же гражданин, который платит налоги, он должен понимать, куда эти деньги расходуются. Да. Все бюджетные средства, которые находятся у нас в бюджете, они связаны с деятельностью наших граждан, которые занимаются коммерческой бизнес-деятельностью. И поэтому они тоже должны видеть от государства то, что их средства, которые направляют в виде налоговых платежей, что они распределяются тоже хорошо и эффективно. В этом же тоже... Ну, прозрачность, да, прозрачность. Безусловно, она важна. Если говорить о наполняемости бюджета, конечно, парламент принял в прошлом году это закон об упрощенной налоговой системе, закон о валютном контроле. Но, конечно, в первую очередь нам нужно усилить учет и администрирование. Многие показатели, мы не обладаем даже информацией о многих показателях. И прежде всего, чтобы иметь понимание, какой у нас вообще оборот в стране, нам нужно установить контрольно-кассовые машины, которые дадут нам возможность понимать, какой оборот у нас в стране. Потому что с трудом у нас. Да, что с трудом у нас, к сожалению, происходит. Мы знаем, что закон у нас принят и постоянно откладывается о введении контрольно-кассовых машин. Могу сказать, что оборот у нас оптовый и розничный в стране около 75 миллионов. Это по данным Госстата нашего. По данным Нацбанка, те данные, которые у них, около 100 миллиардов. Но мне кажется, он еще больше. Это все сопряжено с
тем, что у нас нет правильного учета и администрирования. Такое количество торгового внутри страны, даже взять вообще все косвенные признаки экономики, которые есть, бюджет у нас должен быть намного больше, чем сегодня у нас он есть. Ну, хотел бы сказать положительные моменты. Это то, что наш собственный бюджет, он уже превалирует над помощью Российской Федерации, которую мы получаем, и из Ну, года это в уже год, хорошая да, такая из года в тенденция, год да. уже большую часть, конечно, составляют наши доходы нашего республиканского бюджета. И с каждым годом они превалируют над российской помощью, Положительная которая есть. динамика. Да, положительная динамика есть, но опять-таки очень много нужно еще принять законодательных актов. Помимо этого их еще нужно правильно исполнять. Можно принять много законов, но если они не Ну будут да. исполняться, никакой цены им не будет. Нужна вообще концепция развития. К сожалению, у нас ее нету. Концепция социально-экономического развития. Не может быть такое, там один закон, он не может всю страну вылечить и оздоровить какую-то ту или иную сферу. Должна быть общая, да, должна быть общая концепция, стратегия. Исходя из этой стратегии должны вытекать дальше все вот эти моменты, которые позволят нашей стране увеличить бюджет, увеличить качество жизни наших граждан. А как вы оцениваете инвестиционный климат в стране, на ваш взгляд? Вот насколько, если вы, допустим, сравнивать Да. 5 лет назад и сейчас, есть ли динамика? Ну, динамика есть, да, увеличение инвестиций. Но с чем это связано, что у нас инвестиции пошли в гору? Да. Ну, сейчас я не сказал бы, что в гору пошли, но это связано с теми событиями, которые происходят в России, и капитал, который там из-за всякого рода санкций, вы знаете, Но я думаю, не российские... только из-за Да, этого. да, Все-таки законодательная база нашей страны достаточно на сегодняшний день крепкая. И да. я думаю, это дает дополнительный импульс и, скажем так, надежность. Связано это с улучшением инфраструктуры. Мы видим из года в год у нас и дороги улучшаются, и коммуникации, и это все видит инвестор, который вкладывает деньги. Ну, единственное, что... Гарантии, Да, гарантии. гарантии. Но единственное, что, конечно, то, что у нас дисбаланс региональный, то, что мы видим, поступает большая часть инвестиций, она на Западную Абхазию, и поэтому у нас происходит такой дисбаланс. Поэтому, конечно, и открытие аэропорта, оно тоже будет способствовать тому, что в Восточную Абхазию будут инвестиции тоже приходить. И это очень важно для того, чтобы не происходил отток людей, чтобы люди имели возможность в своих селах, городах развиваться, чтобы они не приезжали, они покидали свои родные села, города. И это, конечно, очень важно. Относительно вашей прямой деятельности в парламенте республики в качестве депутата 7-го созыва, что бы вы могли бы отметить в качестве законопроектов, в которых лично вы принимали участие и дали им, как бы, скажем так, путевку в жизнь? Дмитрий Александрович, давайте вот более детально поговорим о том, в каких законопроектах вы принимали участие, будучи депутатом 7-го созыва парламента республики. А что бы вы хотели выделить особо значимые, особо актуальные проекты? Ну, таких законов, где я являюсь инициатором или соинициатором, около 25. Все перечислять не буду. Вот скажу, на мой взгляд, которые наиболее такие. важные. Мгм. Это вот И закон о стратегических объектах Республики Абхазия. Он дает возможность защитить стратегические объекты, их около несколько сотен. Они не подлежат приватизации. И земля, на которых она находится, не подлежит изъятию. Таких объектов очень много. Это все объекты, которые имеют устойчивое значение для развития нашей страны. Я считаю, что это очень важно, когда мы можем сохранить. Это вот объекты и здравоохранения, это объекты Министерства обороны, СГБ, МВД, это объекты историко-культурного историко-культурного наследия. наследия. Они и так очень защищены государством. Объекты, это морские объекты, это порты, железнодорожные, это и аэропорт. Он Ну да, тоже, да, находится в перечне стратегических объектов. Я считаю, что это очень важно, потому что, к сожалению, за послевоенное время очень много объектов мы приватизировали. Это тоже хорошо, потому что мы живем в капиталистической стране, в рыночной. Поэтому, да, но те объекты, которые невозможны к приватизации, поэтому мы, я считаю, сделали хорошее дело, сохранили очень много объектов для наших следующих поколений. Также это изменение в закон о гражданстве.
Я считаю, важное изменение и вообще, что касается гражданства, у нас постоянно споры, кому дали, там разница там, от сотни до тысячи, там называют, чуть ли каждый год не даем. Мы сделали норму без опубликования указа на сайте президента о приеме в гражданство, закон не вступает в силу. И поэтому все указы о гражданстве можно посмотреть на сайте президента. Я считаю, что это очень важно. Ну, Также прозрачно. был создан реестр принятых в гражданство. Вот с момента вступления закона в силу мы имеем возможность посмотреть, значит, всех обладателей гражданства Республики Абхазия. Потом была статья по упрощенной процедуре. Президент Абхазии имел право давать за особые заслуги перед Республикой Абхазия, человечеством в неограниченных количествах обращать, значит, в гражданство. Мы тоже сократили не более 3000 в год, да, потому что это очень субъективная, Ну да. да, такая позиция, поэтому нам кажется, что таких людей точно, кто такой вкладу сил, их не больше, там, чем 3000 в год, поэтому я считаю, это тоже очень важно. Потом, если вы видели клятву гражданина Республики Абхазия, вы могли видеть Да. МВД с учетом аудио- и видеофиксации она происходит. Это тоже очень Тоже важно. хороший Да, пример, да. я считаю, очень важно. Потом я был инициатором поправок в закон о рекламе. Если вы видели, раньше, несколько лет назад, везде были рекламы сигарет. И вот мы запретили тоже, Очень хорошая, да, нигде позитивная, да, очень рекламы хорошая. сигарет больше нету. В закон о рекламе мы внесли изменения, которые запрещают рекламу брендов сигарет, курительных всяких смесей и так далее, чтобы она не рекламировалась. Если посмотреть, выйти в город, Да, на да. баннерах ее больше нет. Также важным, я считаю, в жилищный кодекс, вот я там инициатором тоже являюсь, мы запретили перевод из жилых в нежилые помещения. Что происходило? Особенно в селах в Восточной Абхазии переводились жилые дома в нежилые, продавались негражданам Мгм. Республики Абхазия. Таких случаев было немало. По большому счету это был такой легальный обход закона. И поэтому мы тоже закрыли эту лазейку, возможность. И сегодня нет такой возможности, значит, перевода жилых в нежилые. Тогда местными администрациями можно было Мгм. перевести. Сегодня в городах это можно сделать, но только что касается первого этажа. Мгм. И поэтому эту возможность мы тоже закрыли. Вот, как раз сегодня мы обсуждали закон о госрегистрации автономеров. Тоже на поправке ко второму чтению будет возможность, как вот во многих странах, приобретать Мгм. автономера. Все деньги будут идти в бюджет страны. Мгм. Да, и, Тоже кстати, хорошая практика, да. я думаю, люди с позитивом это Да, да, да. воспримут, да, когда Мгм. будет возможность приобретать автомобильные номера, и все деньги будут идти в бюджет как раз на нужды Министерства Мгм. внутренних дел. Еще Это важный актуально. законопроект — это изменение закона о Национальном банке, что касается нашей валюты, Мгм. Апсара. Мы дали возможность использовать, если вы видели, вот в последнее время Да, тоже используют да. Апсары в магазинах, там, Тоже хорошая тенденция такая, заправках, да, вот мы, популяризация да, получается. сделали возможность, норму такую, чтобы Апсар мы использовали в розничной торговле. Недавно приняли проект, тоже я являлся инициатором, о выборах в местные органы власти. Мы видели, как происходил конфликт с теми же Мгм. политтехнологами и так далее. Мы приняли решение ограничить участие неграждан Абхазии в политических процессах. Мгм. И сделали такую норму, что в выборах местного самоуправления, в процессе выбора там могут участвовать только граждане Абхазии, Мгм. и там всякие политтехнологи, агитаторы и так далее, они могут быть только гражданами Абхазии, чтобы таких больше не было у нас эксцессов, которые имели место быть. Также вот мы сделали изменения, тоже являлся инициатором, закон об общественной палате. Вот мы добавили им полномочия. Что касается гражданского диалога, если вы видели, они проводили тоже несколько месяцев назад гражданский диалог. Мы добавили им Мгм. полномочий в этом плане. Они имеют там раз в квартал возможность проводить с привлечением гражданского общества, с привлечением исполнительной власти, приглашать тех или иных чиновников и приглашать представителей гражданского общества для обсуждения текущих насущных тем. И я тоже считаю, что это тоже даст возможность перенести с улицы, усилить еще один общественный институт, чтобы была возможность все эти темы обсуждать в общественной палате.
Но если вот говорить о внешней политике, как вы оцениваете взаимодействие с нашим стратегическим союзником Российской Федерации на сегодняшний Мгм. день? И возможны ли в дальнейшем, там, может быть, в ближайшей перспективе какие-то новые международные контакты между Абхазией и другими странами? Что вы об этом думаете? Но я считаю, то, что отношения России и Абхазии находятся на очень высоком уровне. С приходом нового президента отношения России и Абхазии, они улучшились. Та вот повестка, которая была в недалеком прошлом, она ушла. Мы сегодня имеем возможности, которые мы не должны упустить, возможности, которые дает Российская Федерация. Ну, можно, допустим, А, поговорить о том, что реализовывается много ну проектов да. относительно молодежной политики, да, вот совместно, скажем Мгм. так. И это тоже дает определенные результаты, потому что на новом опыте люди приобретают определенные знания. На немножко шире посмотрим. Тут понятно, да, Россия, Мгм. Абхазия, наши союзники, Да. единственный, Просто что да, на сказать. сегодняшний день Да, стратегический союзник. Моменты, да, которые не совсем понятны, да. скажем так. Какие, например? Мгм. Ну, хотелось бы сказать, что наше государство основано прежде всего на дружбе народов, дружбе В народа Абхазии, соседстве, да, да. соседстве, доброседстве. Дружба народа Абхазии с народами России, она всегда была крепка. И даже когда отношения между официальными властями были не на очень хорошем уровне, всегда эти связи мы не теряли, и это очень важно. Ну, конечно, бывают трудности перевода. Я считаю это нормальным процессом. Прежде всего, мы должны исходить из своих собственных интересов и всегда доводить свою позицию, объяснять всегда, почему какие или иные решения принимаются. Но вот такой негативный фактор, я хотел бы сказать, в недавнем прошлом какие-то и внутриполитические вещи у нас утяжелялись российским фактором. Я считаю, что это очень плохо, потому что дружба с Россией, она у нас не зависит от политической какой-то партии или принадлежности, она является стратегическим для нас. Вообще внутриполитический фактор нельзя утяжелять. Там Ну, искусственные те или иные, какие-то ну моменты, да, те да? или иные вопросы, которые поднимались, они связывались, пытаясь утяжелить российским фактором, чтобы Да. те или иные вопросы, они могли найти поддержку в нашем обществе. Но я могу какую-то тему не поддерживать, да, но это не значит, что я могу быть против России. Это вот очень плохой Да, как бы фактор. да. Наши отношения, они на более высоком уровне. Ну, надо Да. очень серьезно к Конечно, вопросу надо серьезно, подходить да, более да. Я понимаю, в силу, детально. конечно, вот трудности перевода, они с чем связаны? Тем, что, может быть, в России кому-то те или иные проблемы, которые связаны, тот или иной вопрос, который связан Лоббируется, да? с Мгм. Абхазией, он кажется несущественным, но для нас он может быть очень важным таким и жизненным. Поэтому все вот эти вещи, это же живой организм взаимодействия нашей с Российской Федерацией. Поэтому нужно всегда доносить позицию нашу правильно. Это в наших интересах, чтобы мы были правильно поняты, даже если где-то это может какой-то Болезненный да, болезненно, мы эпизод, да, всегда должны да. доводить до нашего Ну партнера да, честную, посредством да, диалога, я думаю, что да, да. честную позицию, и я думаю, что это было бы правильно. И сегодня мы имеем возможность, за это направление в России отвечает наш земляк, и мы видим, насколько возможности расширились, конечно, для наших граждан, и это очень отрадно. И дай бог, чтобы так оно и продолжалось, и было бы, все это было бы полезно, все эти возможности нужно использовать, конечно. Я думаю, что каждое решение, каждый посыл, скажем так, должен быть аргументированным. Да. Мы не можем просто говорить то, что нам вздумается. Естественно, если тот или иной вопрос поднимается, да, озвучивается в обществе, к нему нужно подходить Мгм. детально, В последнее время у нас поднималась тема антироссийских, но я думаю, что настроение, да. настроений, Мгм. да, но вот, был первый зам руководителя администрации Российской Федерации, который отметил, что никаких антироссийских настроений на территории Абхазии нет, и их не может быть. И хотелось бы, да, чтобы эта тема вообще не муссировалась. М. У нас разные, может быть, у людей мнения и так далее, но что касается взаимодействия с Российской Федерацией, мы все понимаем, насколько это важно. И поэтому, конечно, для внутренних каких-то политических
для извлечения выгоды, Да, как бы я кто-то считаю, что кого-то называть антироссийским, это не самая лучшая практика, поэтому вот этот вопрос тоже я вот, к нему болезненно отношусь, что кого-то в обществе называют Я, допустим, таких людей не знаю. С учетом того, что наш президент Да. обозначил нынешний год, да, 2026 годом села, как вы можете трактовать ситуацию, скажем так, по сельскому хозяйству, о роли сельского хозяйства в развитии нашей страны? Какие ключевые, допустим, позиции вы можете обозначить и, может быть, реализованные проекты? Может быть, вы принимали участие в разработке тех или иных законопроектов относительно этого направления? Ну, мы приняли закон о сельском хозяйстве. Около 5% от бюджета должно направляться на сельское хозяйство. Ну, хотелось бы сказать, что мы говорим, что мы являемся аграрной страной, сельскохозяйственной страной. Но если посмотреть, допустим, на наш торгово-экономический баланс, что касается импорта, мы завозим лука на 80 миллионов. Да, Но но мы в же большей можем его, степени, да, да, мы же можем его привозные. выращивать. Кукурузы мы завозим на 40 миллионов, кукурузной муки на 15 миллионов. Это те позиции, которые у нас Да, всегда которые у нас выращивались в нужны. стране. Да, вот те же огурцы на 27 миллионов. Те же, Но допустим, сейчас вот существует хорошая тенденция, да, поддержка малого среднего вот, бизнеса, реализуются проекты в контексте Министерства сельского хозяйства, где мы наблюдаем, да, на практике в рамках деятельности Министерства сельского хозяйства нашей страны мы наблюдаем поддержку, реализацию тех или иных проектов в стране в этой направленности. Вот об этом можете сказать, может быть, назвать какие-то уже реализованные проекты, потому что, как всем известно, в Восточной Абхазии уже реализован ряд таких сельскохозяйственных проектов, и они достаточно успешно развиваются. Что об этом можете сказать? могу сказать прежде всего, что программа увеличилась в 2 раза. Если в прошлом году она была 250 миллионов, сегодня поддержки сельского хозяйства выделено 500 миллионов. Ну, конечно, это большое подспорье для наших крестьян, жителей, которые хотят там заниматься овощеводством, растениеводством, скотом. Здесь встает вопрос о том, как правильно эту программу внедрить, и чтобы здесь весь процесс был. Потому что если мы помогаем крестьянину с посадкой тех или иных растений, там, деревьев, мы должны дальше создать ему возможность сбыта этой продукции. Да, Это очень важно, потому что сегодня проблема крестьян, что они выращивают продукцию, они не имеют доступа на рынок. Получается так, что они вырастили эту Ну, продукцию, логистика потратили, должна быть, да. потратили силы, возможности, энергию, и им приходится за неимением там места, где они могут реализовать эту продукцию, они продают ее перекупщикам, которые зарабатывают больше, чем те крестьяне, которые выращивали там полгода эту культуру. Поэтому государство должно продумать всю цепочку посадки деревьев, растений до реализации. Тогда это даст всий эффект. Но и сейчас тоже такая сумма никогда не выделялась, да, за всю новейшую историю Абхазии. Это очень хорошо, что у нас, у государства появилась такая возможность. И Но, интерес у конечно, граждан интерес у возрос, граждан, да, мы конечно, видим, да. что, если я не изменяет память, там уже под миллиард заявок. Если программа на 500 миллионов, и заявок было подано около миллиарда. И это тоже хорошо. Значит, люди очень заинтересованы, воодушевленно восприняли эту программу и хотят заняться сельским хозяйством у себя в селах. Это очень хорошо. Что касается сельского хозяйства, здесь очень важна научная поддержка, потому что во всем мире страны, которые занимают передовую роль, вот я могу отметить ту же Голландию, это небольшая страна Европы, которая одна из самых крупных экспортеров сельскохозяйственной продукции. И в первую очередь, конечно, они с научным подходом этим всем занимаются, с большой поддержкой науки своей, поэтому у них такие хорошие результаты. Я вот даже недавно смотрел, вот, мы говорим о том, что мы лука завозим на 80 миллионов, лука, чеснока, там, огурцов. Я смотрел, как в Казахстане в очень больших объемах выращивают бананы в теплицах и продают на местный Ну, рынок. это тоже. У Да, нас, кстати, есть такие примеры среди граждан, которые пытаются да. перенять тот или иной Ну, опыт, и у них да. неплохо Так получается, что, может быть, не в да. таких масштабах, Так но что тем здесь не я менее. хотел бы сказать о роли государства и поддержки. Абхазия является одной из первых стран чистой питьевой воды на душу населения. Мы видим, что нам кажется, что мы пьем там нашу бутилированную воду, но опять-таки на 33 миллиона мы завозим воды из Российской Федерации, из Турции завозим. И это тоже получается, это же
К сожалению, бывает так, что при логистических издержках, при таможенных платежах, которые платят производители иностранной табулированной воды, наша вода бывает стоит дороже. Да. Да, это же тоже нужно как бы... Ну, сам механизм да. несовершенен. Это Нужно опять-таки это- связано с тем, что с объемом производства. Потому что объем производства у нас он небольшой, и издержек у нас больше. Объем производства, который там в той Ну, же Российской возможно ли Федерации, увеличить объемы ну, наши? тоже зависит от наших производителей. И здесь, кстати, государство может создать заградительные такие пошлины, Да, чтобы чтобы вода, в большей степени да, она была превалировала, дороже, да. да, она была дороже, чтобы покупали нашу местную воду. Скоро у нас будет по льготному кредитованию открытие молочного завода, Да. и поэтому тоже в этом плане государству нужно какие-то шаги в этом направлении тоже Да, проработать. чтобы Да, чтобы реализовывать здесь была возможность, преимущественные права наших производителей. производителей были. Дмитрий Александрович, ни для кого не секрет, что парламент достаточно сложный, да, такой механизм, где не все, быть может, всегда гладко. Мы наблюдаем, да, разные моменты, и острый, может быть, где-то малоприятный, там, негативный и так далее. Вот скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, прозрачна работа парламента для вот своих граждан? Вот есть ли какие-то моменты, которые бы вы могли бы обозначить, ну, как, может быть, позитивные либо негативные? Ну, могу сказать, что Вот меня интересует относительно доверия граждан к законодательному органу. Вот что вы об этом можете сказать? ну, я думаю, что в обществе разные мнения Ну а есть, как но сделать так, в чтобы большинстве, народ ну, доверял? народ, во-первых, сам депутата выбирает народ Абхазии. Поэтому, раз они их выбрали, большая часть народа, она им доверяет. Я так к этому вопросу подхожу. Потому Ну, что как депутатов... показывает практика, со временем, Не, ну, бывает, да, да, есть какие-то... моменты, которые не всегда. Ну, ну, мне тяжело сказать, я статистику не веду. Исхожу из того, что происходит голосование. Большинством голосов избирают тех, которые потом дальше являются депутатами парламента и занимаются законотворческой деятельностью, представляют права избирателей в парламенте. Ну, насчет того, что открытости работы парламента, могу сказать, что парламент это открытая Площадка? структура. Мгм. Да, вот зачастую, почему так бывает, то, что граждане обращаются именно к депутату парламента, не всегда ходят какие-то в исполнительную власть, в местные администрации районы, потому что депутат парламента тот человек, которого они выбирают, которого они знают, и тот человек, который ближе им. Система так Ну работает. да. Ну вот лично Там вы со своими избирателями как часто коммуницируете? ну, Достаточно? как и остальные депутаты, мы часто коммуницируем. Максимально стараюсь быть открытым, максимально стараюсь услышать все просьбы. Не скажу, что все получается, тоже не в моих силах там где-то сделать дорогу, положить асфальт. Я не могу, у меня таких возможностей нету. Я всегда стараюсь доводить до исполнительной власти о тех проблемах, которые Ну, существуют пытаетесь в решать, да, на округах. своем Да, уровне? есть возможность заложить те или иные работы в бюджет. Такая возможность у нас есть, как при принятии бюджета. У нас всегда горячо проходит принятие бюджета, и вот там есть возможность заложить. Всегда стараюсь доносить до исполнительной власти, до тех людей, кто принимает решения, чаяния граждан, избирателей своих. Не скажу, что все получается, я вас обману, но, по крайней мере, стараюсь не быть равнодушным, да, всегда выслушать человека, узнать, постараться ему помочь. Но вот в обществе так сложилось, что у вас достаточно хорошая такая крепкая репутация как человека, как депутата парламента. На ваш взгляд, насколько важна репутация, репутационный фон в целом вот в контексте вашей деятельности? И были ли приняты какие-либо решения, за которые вам, быть может, стыдно, вы сожалеете? Ну, репутация в любом деле имеет основополагающее значение. И вообще в любом деле, конечно, человеческий фактор, он играет превалирующую роль. И самое главное, вообще, любое дело зависит от человека, который им занимается, его возглавляет. И, конечно, при принятии того или иного решения, эта репутация человека, кто принимает решение, она и для людей, кто сидит за этим, она играет важное значение. Были ли прецеденты, как критики в ваш адрес? И если да, то какие? И как вы вообще относитесь к критике? Ну, к критике отношусь нормально, хорошо.
И это хорошо, когда критикуют, но опять-таки люди неравнодушно смотрят. Ну, вот относительно вашей Да, ну деятельности. относительно моей деятельности были, да, какие-то вопросы, какая-то часть людей были не согласны с моим решением, да, это тоже я нормально воспринимаю. Вообще к критике отношусь очень так позитивно. Ну, бывает критика разная, конечно, бывает Ну критика да, обоснованная, бывает да. необоснованная, но стараюсь относиться, изучать, да, если кто-то чем-то недоволен, хочу изучить, почему так, чем человек недоволен, почему у него другая точка зрения. Бывает так, я не скажу, что я там всегда считаю, что я прав. Какие-то вопросы были, потом со временем я понимал, что можно было сделать по-другому. Бывает там, что была возможность потом исправить там те или иные вещи. Она дает возможность как бы что-то узнавать, изучать, дальше идти. Как бы, и вообще хочу сказать то, что даже бывает, когда власть критикует, и хочу сказать, чтобы они тоже относились к этому нормально, потому что если никто не будет критиковать, то всегда Ну, это власть... своего рода Да, стимул, стимул, да? конечно. Те, наоборот, ты, когда тебя критикуют, ты даже должен быть благодарен, если эта критика оправданная, Конструктивно. конструктивная, потому что те, наоборот, говорят, где ты, у тебя не получилось, где ты не справился, те, наоборот, подсказывают, да, и поэтому я считаю, что это хорошо, наоборот. А что для вас сегодня является главным критерием, по которому вы можете судить, что вы движетесь в правильном направлении? Ну, Вот. есть такие какие-то сигналы сейчас, которые они корректируют тебя, там, мнение в обществе людей, кто разбирается в тех или иных темах, которые там мы обсуждаем. Но вы вообще самокритичны? Вообще, да. Хотелось бы вот в завершении нашей беседы основной посыл народу нашей страны, вот от вас, как от депутата парламента, как от гражданина. Мы должны быть открытыми для всего мира и должны в этом направлении, конечно, работать. И хочется сказать, что нужно использовать все площадки для этого. Сегодня у нас есть возможность использовать интернет-ресурсы, доносить о себе, объяснять, кто мы такие, почему мы имеем право жить в своей собственной стране, каким путем и чего нам это стоило, потому что у нас каждое десятилетие, столетие и вся наша история показывает, что мы всегда доказывали. И мне кажется, вот все эти возможности нужно использовать. Я вот недавно смотрел даже вот мультик, который перевели на английский, абхазский мультик, и какое количество людей по всему миру смотрело. И Да, это это очень вот эти, хороший да, и, пример. Да, кстати, все эти возможности нужно использовать. И всегда Абхазия, она и с античных времен, всегда здесь у нас были все цивилизации мировые, и я думаю, мы должны этим гордиться, перекресток конечно. культур. Да, всегда И, здесь был, да, соответственно, перекресток культуры, всегда здесь все цивилизации, которые были основные, они все свой путь проходили через Абхазию, и поэтому мы всегда должны быть открыты миру и стремиться к тому, чтобы нас признавало больше количество стран. И я думаю, что рано или поздно произойдет такое время, когда Абхазия будет признанным субъектом международного права. но особенно сейчас я могу выделить, что в направлениях культуры, спорта очень много хороших примеров, где мы действительно как страна демонстрируем очень такие хорошие результаты. И у нас и мировые звезды, выходцы из нашей Да, страны, также и спортсмены. Я думаю, что в ближайшем будущем количество будет только увеличиваться, и страна конечно. будет уже узнаваема по своему какому-то такому определенному красивому Да, почерку, если можно так сказать. Ну, в завершении я вот нашей беседы, я бы хотела бы прочитать слова одного успешного бизнесмена, и также он является достаточно известным поэтом, небезызвестный Михаил Гуцериев. И вот его строки, они просто запали мне в душу. Недавно я вот читала его произведение. «Удел великих ошибаться, удел безвольных созерцать, удел трусливых отпираться, удел отважных бунтовать». Вот как вы понимаете эти слова и согласны ли вы с автором? да, конечно. Ну, всегда человек должен бороться. Это В если споре человек рождается перестает, да, истина. спор рождается истина, и человек должен бороться всегда за свои идеалы, принципы, я считаю. И как только человек перестает бороться, он перестает жить, что-то доказывать. Поэтому и везде, и в государственной службе, и в жизни всегда нужно выходить из так называемой зоны комфорта, где тебе удобно, и всегда стремиться к познанию, во-первых, нового. Только тогда ты можешь перейти, когда ты что-то новое узнаешь, никогда не сидеть на одном месте и заниматься теми вещами, которые тебе нравятся. Ну, по крайней мере, стараться это делать.
Большое спасибо, Дмитрий Александрович. Я вас благодарю за такую емкую беседу. Я думаю, что можно еще долго и много говорить относительно вашей деятельности в парламенте. И я думаю, мы с вами еще встретимся, поговорим о каких-то других вопросах. Но на сегодня я получила удовольствие от беседы и думаю, что наши зрители тоже. Но если вдруг вы решитесь баллотироваться в следующий созыв, я думаю, страна только от этого выиграет. Я вам искренне желаю дальнейших успехов в вашей деятельности. Большое спасибо. Спасибо.